Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем ваш мужчина никогда не скажет вслух? Какая правда о вас ему открылась? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, и мы с вами все узнаем. Но прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие и любимые зрители, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Итак, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени. Мысленно либо вслух обратитесь к нему и задайте свой вопрос. Так и скажите, так и спросите, о чем ты никогда не скажешь вслух. Какая правда тебе обо мне открылась? Ну и пусть песочек нам все покажет, да? Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, тут мужчина такой, действительно, он и по жизни скрытный мне вышел. Ему сложно говорить о своих эмоциях, сложно говорить о своих чувствах. Ему предпочтительнее молчать, либо предпочтительнее какими-то действиями показывать, что он вас любит, о вас заботится, либо что он на вас обижен. Да, какой-то молчун. Молчун и такой, что, знаете, слово клещами не вытащишь. Вот он даже от меня закрывается. Понимаете, тут, смотрите, нагородил валунов. Типа, не подходите, не распаковывайте меня. Я ничего не скажу, я нем как рыба. Ну, мы и не таких, да, с вами мужчин просматривали, да, и не таким языки развязывали. Знаете, у этого мужчины, несмотря на его мужественность, несмотря на то, что он крепкий мужчина, такой, знаете, уверенный в себе мужчина, у него очень много комплексов, непроработанных комплексов, зажимов. И мне кажется, что это все родом из детства, когда он еще был маленьким мальчиком. Может быть, его воспитывали как-то специфически, может быть, его недолюбили, а может быть, слишком много задач перед ним ставили, и он должен был быть во всем лучшим. Да? Вот прям сравнивали его со всеми и говорили, а вот твой брат, либо а вот тот соседский мальчик. Да? Вот какие-то такие моменты очень болезненные для него, как для ребенка. И возможно, в детстве он был открытым ребенком, открытым человеком, открытым всем и всему миру. Да? Он не стеснялся своих эмоций. Ему говорили, что мальчики не плачут, мальчики не жалуются, да, мужиком не вырастешь. Какие-то такие вещи страшные ему говорили. И вот он с этими устоями, убеждениями вот идет через всю жизнь. Иногда ему так плохо, так больно. И хочется просто вот кричать от боли, но он сдерживается, он кричит внутрь себя, понимаете? А это очень вредно, вредно для здоровья, вредно для сердечной системы. Вы с ним там поаккуратнее, повнимательнее, да, потому что мужчина может страдать, либо уже страдает, не дай бог, либо может в будущем страдать именно от сердечно-сосудистых проблем, да. А все это от того, что стресс, постоянно накапливается стресс, и мужчина его не выпускает. И он внутри как в топку бросает, но это чревато, понимаете? Это не очень хороший момент. Еще здесь показано, что ваш мужчина, у него какая-то прям богатая жизнь была, богатая на общение, на связи. Разных женщин знал, может быть, даже какая-то экзотика была. Мужчина, который, ну, можно сказать, что все попробовал, да, всех и все попробовал. Но это было до вас, не переживайте, это все было до вас.
Мужчина, который не искал серьезных отношений, либо наоборот уклонялся от серьезных отношений. Вот ему казалось, что это какая-то ерунда, что ну, типа наскучит, надоест, и вообще он не создан для семьи. Опять же, возвращаемся к его детству. Видно, семья была несчастливая, либо он в семье не видел любви, он не понимает, зачем семья нужна, да, либо не понимал, зачем семья нужна. Еще показывают какую-то женщину, которая прям, ну, очень его коварно ранила в сердце. Она ударила в сердце, но со стороны спины. То есть это какое-то, возможно, жуткое предательство, которое он пытается забыть, но не может. Да, может быть, после этой женщины он вообще в женщинах разочаровался и всем женщинам перестал верить, доверять. И это долго продолжалось, даже в момент, когда вы встретились, он вам не доверял. Я сразу говорю честно, он не доверял. Он считал вас, ну, такой, как все, ну, может быть, чуть умнее, либо чуть там, красивее, чем другие. Считал, что ну, я мужчина, я должен брать, да. А женщина, типа, если дает, то почему бы и не взять? Да, вот какие-то у него такие потребительские были мысли. Вообще, в принципе, было потребительское отношение к женщинам. Опять же, может, из-за того предательства, которое он пережил. Может быть, он был в браке, и там жена там изменила, либо там обворовала, либо там что ребенка родила, но не от него. Да, вот что-то такое страшное, прям такое страшное, что засело у него прям в сердце, причем кинжалом засело. И этот кинжал очень сложно вытащить, он прям вросся уже в сердце. Но если знаете, то знаете. Если не знаете, то мужчина никогда не признается в этом. Потому что там он был очень слаб, наивен и доверчив. А ему не хочется иметь такое амплуа слабого и доверчивого мужчины. Наоборот, ему хочется быть таким максимально мускулинным, мужественным и таким прям мужиком, да, суровым мужиком. Вот он в этом амплуа, скорее всего, проживает. Да? Вот ему хочется, чтобы его таким видели. Но на самом деле он не такой. На самом деле он очень ранимый, нежный и замкнутый в себе человек. Знаете, тут образ такого великана, героя-богатыря, универсального солдата. А в душе это, понимаете, такой слабенький, хиленький и испуганный мальчик. Вот мне вот так идет, да, аж прям жалко его становится. Он очень это тщательно прячет ото всех. И, кстати, от себя сам тоже это прячет. Он сам себя убеждает, что нет, нет, я не такой, я сильный, я мужик. А на самом деле вот ранимый ребенок. Вот так показано. Возможно, вы в нем это чувствуете. Возможно, через эти мышцы, через эту грубость, молчаливость, суровость вы это видите. Да, вот не просто так вы его выбрали, что-то вы к нему почувствовали. Вот как даже не то чтобы жалость, а сочувствие, скорее всего, сопереживание вам. Скорее всего, очень часто хочется его как-то порадовать, защитить. Вот как маленького ребенка к груди прижать. Да? Вот возникают у вас такие чувства? Если да, то это ваша отсыпка. Если нет, не надо смотреть, это не про вас, это не про вашего мужчину. Вот мне идет, что вы его на подсознательном, скорее даже уровне очень часто жалеете, хочется его вот чем-то порадовать, как-то вкусненьким покормить, либо что-то приятненькое ему сделать. Вы, может быть, и сами вот не отдаете себе отчет, почему у вас такие чувства к нему, почему такие желания к нему. Вот. Ну, скорее всего, у вас очень опытная душа, и вы это просто вот на уровне души осознаете, видите и жалеете этого мужчину. Да, он иногда обидные вещи делает, но вы его прощаете. Другого вы не простили, а этого почему-то прощаете. Вот как какой-то он для вас особенный. Ну, сердце, да, это ваше сердце, это ваша душа. Так, по поводу его отношения к вам. Вот тут смело можно сказать, что вот он влюбился и не заметил, как это с ним случилось, как это с ним произошло. А влюбляться он очень не хотел, он очень боялся влюбиться в вас. Очень боялся до последнего, там сам с собой договаривался, боролся. И, возможно, даже были ситуации, когда этот мужчина беспричинно пропадал. Вот пропадал, исчезал,
ни слуху, ни духу, вот был и всплыл, да. А потом неожиданно также появлялся, без объяснения причин, либо какие-то там глупые отмазки придумывал, в которые вы, конечно, не верите, не поверили тогда и не верите сейчас. Он бежал от вас, он бежал от тех чувств, которые начал к вам испытывать. А чувства ведь очень серьезные, чувства, которые так сильно в нем проросли. И вот он как поздно спохватился, либо поздно опомнился, а уже влюбился. Он такой: боже, что же мне теперь делать? Все, я пропаду, да? Эта женщина меня погубит, я в нее влюбился. Вот какие-то такие безумные мысли у него были в голове. Боролся, да, он боролся сам с собой, со своим сердцем боролся, приказывал ему не любить. Но сердце ведь никого слушать не будет, сердце живет своей жизнью. Да, он любит вас, девочки, любит. Говорит он вам об этом, не говорит, скорее всего, не говорит. Может быть, показывая, да, вот именно тоже подсознательное. Подсознание, да, оно от него не зависит. И подсознание дает приказ мозгу показывать вам свою любовь. Может быть, какими-то действиями, поступками, да, вот он ее показывает. Вот злитесь на него, он что-то такое сделает, вы такая: ну, хороший мой, любимый мой, да, молодец, умничка, вот прям порадовал. Есть такое. Так, что он о вас узнал, что он вам никогда не скажет, что он, в принципе, никогда вслух не произнесет? Во-первых, он прям прочувствовал вашу силу. Несмотря на то, что вы женщина, несмотря на то, что вы, скорее всего, младше его, либо намного меньше по росту, да, вы хрупкая, а он прям такой мужик-мужик, да, крупный мужик. Он видит вашу силу, он ее ощущает, он ее прям, ну вот как-то визуально, да, вот вы такая маленькая, хрупкая, изящная, а он видит вас такой прям амазонкой, понимаете, с таким огромным мечом, с щитом, и такая вот прям боевая леди. Он вас такой видит. Он в шоке от вашей силы, он понимает, что он такой силой не обладает, и как бы он там ни тренировался, какие бы он мускулы себе не отрастил, не нарастил, он никогда не будет таким сильным человеком. И тут сила, скорее всего, не физического характера, а скорее всего про внутреннюю силу, да, про стержень. Вот как вы справляетесь с проблемами, как вы реагируете на разные вызовы судьбы, на вызовы там не очень адекватных, нехороших людей, как вы умеете бороться там за себя, за будущее. Вот он так не умеет. Он не умеет. Он смотрит на вас вот так, знаете, за голову, хватается, говорит: ой, батюшки, ой, мамочки, что происходит, да? Откуда в такой маленькой, хрупкой, прекрасной девушке столько много силы? И я мужчина, и я вот так не могу. Не могу и не смогу. И хоть кол на голове мне чеши, у меня так не получится. Вот это его, с одной стороны, восхищает, будоражит, а с другой стороны, он объяснить себе не может, да, как это происходит, да, откуда это берется. Если честно, в какие-то моменты он прям вас побаивается, потому что вы можете все, а он нет. И на вашем фоне он иногда очень вяленько выглядит. Ну, либо, по крайней мере, вяло себя ощущает. Это первый момент. Второй момент, в котором он никогда не признается, он не сможет вам вот вербально, словами, коммуникацией объяснить, насколько сильные чувства он к вам испытывает, насколько они нежные, романтичные, насколько они всепоглощающие, и что вот он ради вас способен на все, ну, вплоть даже от себя отказаться, понимаете, собой пожертвовать. Вот не сможет, понимаете, будет стараться, будет пытаться, он даже написать это не сможет. Не романтик, либо настолько его в детстве вот этим всем запугали, что ему сложно говорить об этом, больно даже говорить об этом. Это ужасно, да, потому что женщины все-таки любят ушами. Женщине не надо слышать слова любви, слова нежности, какие-то там мимимишные, да, словечки. А он этого сделать не может. Даже если очень сильно захочет, да,
Даже если по написанному будет читать, он будет заикаться, краснеть, бледнеть и, скорее всего, там плюнет и убежит, да, не сможет, просто не сможет. И это трагедия, понимаете, это трагедия очень многих мужчин. А трагедия это идет из воспитания, когда мальчиков изначально блокируют в этом плане и высмеивают их проявление чувств, эмоций, нежности по отношению к другим детям, к родителям, да, ну типа мужчинам так не положено, либо мужчина так не должен делать. Либо если мальчик это делает, начинают сомневаться в его ориентации и говорят: ты что, не тот, да, не такой, как все, ты брось мне это, да. Вот как-то так мне идет. Прям как картинки из его прошлого мне выходят. То есть он и не может, и боится, и у него прям как кость в горле, если нужно говорить про любовь. Вот, это очень обидно. Но поверьте Песку, он вас очень сильно любит. И ради вас он готов, я не знаю, в огонь и в воду. И ну вот не задумываясь, отдать свою жизнь, да, попрощаться со своей жизнью. Вот ради вас, ради вашего счастья, ради вашего будущего. Если, не дай бог, какая-то ситуация такая приключится, девчонки, он никогда себя не пожалеет, он ради вас на все пойдет. Это я вам говорю, как вижу. Здесь это показано. К сожалению, вот словами он вам этого никогда не скажет. Он просто не сможет вам это сказать. И это прямо ему болит. Болит, и он понимает, что вы заслуживаете самых прекрасных комплиментов, самых изысканных слов о любви, признаний в любви. Но вот он не может. Это больно. Так, и еще один момент, о котором он никогда не скажет вслух. Момент связан, ну вот, с вашими способностями, либо с вашим уникальным даром. Он в вас этот дар и видит, и чувствует. И этот дар его манит, завораживает и в то же время пугает. Дар предсказывать, предвидеть, дар безошибочно разбираться в людях, дар видеть, знать и понимать то, что другим недоступно и не дано. Да? Вот он вас про себя, скорее всего, волшебницей называет, либо ведьмочкой, типа моя ведьмочка, либо моя добрая волшебница. Что-то он такое видел, либо что-то такое на его глазах происходило, что его и восхитило, и напугало одновременно. Вы уж там сами, да, можете в комментариях написать, да, что вы такое делали, может быть, какие-то прогнозы, может быть, безошибочно там вы какого-то человека по косточкам разобрали, предсказали, предвидели. Может быть, вы даже его исцелили. Может, у него что-то болело, а вы прям подошли, поцеловали, погладили, и у него прям все быстренько зажило, прошло, и болеть перестало. Да? Может, такой даже момент был. Но вот явно вы для него какая-то не от мира сего, во всех смыслах этого слова. Он вас не понимает. И это его и пугает, и радует. Да? Вот самая необычная женщина в мире ему досталась. И это же просто чудо, да? С одной стороны и гордиться, с другой стороны, ну вот что-то необъяснимое, да, вот сам себе не могу объяснить. Он не будет с вами на эту тему говорить, либо он, скорее всего, будет избегать таких тем, ну потому что он в этом слабо разбирается, у него там скудные познания в этой теме, в эзотерической теме. Но а с другой стороны, понимаете, опять же, уникальность, да, уникальная женщина рядом с ним. Ну, еще показано, что вы для него какая-то всегда разная. Вот разная. То ли вы его часто очень удивляете, то ли как-то всегда по-разному реагируете. Вот он буквально не знает, чего от вас ждать, да? Чего от вас ждать там, сегодня, завтра, послезавтра. Как вы среагируете на какие-то разные вещи, либо одинаковые вещи. В общем, с вами очень интересно. С вами он все время, знаете, в каком-то драйве находится. И еще показано, что он не может на вас злиться. Не знаю, как это объяснить. Вот он сам себе объяснить не может, но он не может на вас долго злиться.
может раздражаться, но не может злиться. Как-то очень быстро у него к вам все это проходит, там негатив проходит. И это странно, потому что мужчина достаточно такой мнительный, злопамятный мне идет. Да, он не из тех людей, которые умеют прощать. А вот с вами вот не могу на нее злиться, хоть ты что. Вот хоть ты что, не могу, вот как так? И он об этом часто думает, и ответа нет. Просто нет, сам себе даже ответить не может. И, конечно, он тоже вам об этом не скажет, чтобы вы там не зазнались, и вот чтобы палку не перегинали, скорее всего. Хотя от вас, я вам так скажу, он вытерпит все. Вот прям все. Все, что вы там сделаете, придумаете, выкинете, он все вытерпит. Ну, не может он без вас, девочки. Он вас любит, любит. Может быть, вас на эту отсыпку ангелы привели, потому что мужчина не говорит вам о любви, но он вас любит, и ангелы хотят, чтобы вы об этом знали, да? Не может он сказать, у него кости в горле в этом плане, либо язык к небу приклеивает, только лишь он хочет сказать о любви. Но это так и есть, он вас очень любит. Вы, знаете, единственная женщина, которую он по-настоящему полюбил. Вот полюбил. Он всегда боялся любить, он всегда от любви бежал. Там, может, страсть у него была, но любви не было. Да? Влюбленность могла быть, но любви не было. Любовь у него только к вам, понимаете, проснулась. И здесь я могу сказать, что мужчина однолюб. Вот. Так как он полюбил вас, он никого больше не полюбит. Он даже себя так не любит, как любит вас. И, скорее всего, да, ангелы вас привели на эту отсыпку, чтобы вы не от него, но от меня это услышали, да? Что он вас любит и никогда не разлюбит. Такая информация пришла. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.